Эфир нашего канала продолжает итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях понедельника, 22 марта. Вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Правительство страны утвердило предложенный Рособорнадзором порядок проведения единого госэкзамена. В Якутии дан старт всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». С наступлением весны коммунальные службы столицы перешли на усиленный режим работы. В Якутске продолжается вывоз снега. Ограничительные меры полностью себя оправдывают. Глава Якутии провел очередное совещание оперштаба. Соревнования, призванные укреплять семейные узы. В Якутске впервые прошел конкурс «Семейная рыбалка». Несмотря на возраст, она активно, энергично участвует в общественной жизни города и района. Расскажем о почетном гражданине города Ленска. Сегодня отмечается Международный день таксиста. Наш корреспондент в Нерюнгри пообщался с водителями. В Хангаласском Улусе остановили автобус, который перевозил группу школьников одной из столичных школ с нарушениями. На 79-м километре автодороги Умнас сотрудники госавтоинспекции остановили автомашину Mercedes-Benz. Внутри салона находились 17 несовершеннолетних пассажиров. Их сопровождали трое взрослых. Все они направлялись в природный парк Ленские столбы. Как выяснилось, водитель 1996 года рождения перевозил детей со множеством нарушений. Так отсутствовали специальный знак «Перевозка детей» и проблесковый маячок. При этом о поездке не уведомили школу, госавтоинспекцию, что тоже является нарушением. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Уважаемые участники дорожного движения, с начала года в нашей республике в дорожно-транспортном происшествии пострадали 9 детей. Госавтоинспекция призывает вас строго соблюдать правила перевозки детей, а также стоит отметить, в связи с потеплением погоды и с наступлением весенних каникул количество детей на дорогах увеличилось в разы. Поэтому необходимо быть предельно внимательными на дорогах. Не стоит забывать, что перевозка детей в госавтоинспекции находится на особом контроле. Якутский городской суд полностью оправдал бывшего замминистра здравоохранения республики Людмилу Вербицкую. За ней признали право на реабилитацию. Дело прекращено в отсутствии состава преступления. Напомню, его возбудили в отношении экс-замминистра в апреле 2019 года по факту превышения чиновником должностных полномочий при проведении закупок. Сегодня, сразу после оправдательного приговора, Людмила Ильясовна сказала нам несколько слов по телефону. Я еще до сих пор не могу поверить, что такое решение есть, оно принято, что вот все вроде хорошо. И знаете, самое главное, конечно, я хочу сказать огромное-огромное спасибо тем людям, которые всегда верили, которые поздравляли, которые там любые праздники никогда не забывали, писали, как вы, звонили, спрашивали, да. Это и наш риском, это и наши работники, это медики, это те люди, с которыми я до этого работала. То есть, по сути, люди верили в меня, да, и никто не верил, что я могла совершить что-то противоестественное или противозаконное. Так вот, знаете, самое главное сегодня событие, да, не только в отношении меня, что было принят оправдательный приговор, а главное всего для меня было то облегчение, да, потому что сегодня очень яркое доказательство того, что правосудие есть, и правда существует, и, наверное, главное, что вера людей, да, это самое сильное, что сегодня есть. В России восстановят более 1 миллиона гектаров леса в этом году. Лесовосстановление охватит всю территорию страны, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Ненецкого автономного округа. Основные работы по восстановлению пройдут в Иркутской, Вологодской, Архангельской областях, Красноярском и Хабаровском краях. Сеянцы будущих деревьев высадят на площади 240 тысяч гектаров, то есть засеют территорию на 23% больше, чем в прошлом году. Для проведения мероприятий по лесовосстановлению будут использованы преимущественно сеянцы хозяйственно ценных хвойных пород сосны и ели, говорится в сообщении.
О ситуации с COVID-19 в регионе говорили на совещании оперативного штаба. Его провел глава Якутии Айсан Николаев. По словам главы республики, ограничительные и профилактические меры, действующие в регионе, полностью оправдывают себя. Однако, несмотря на снижение общего числа заболевших коронавирусом, глава выразил обеспокоенность количеством тяжелых больных и летальных исходов. Айсан Николаев поручил не снижать темпов вакцинации. Он отметил, что первый этап в республике прошел без перебоев, и по мере поступления очередной партии вакцины в конце марта, начале апреля необходимо продолжить данную работу. Между тем, 31 новый случай COVID-19 выявили за сутки в Якутии. Об этом сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина. В Якутске зафиксировали 20 случаев, в Алданском районе 3. Также по 2 случая обнаружили в Вилюйском, Мирнинском и Татинском районах. Единичные случаи заболевания в Хангаласском и Чурапчинском районах. У оперштаба вызывает опасения наличия завозных случаев COVID-19. Так, в Алданском районе все случаи, которые сегодня имеются и выявлены, они связаны с приезжающими из-за пределов Республики Саха-Якутия на работу, соответственно, соответствующим предприятиям золотодобывающей промышленности на территории района будут внесены соответствующие предписания и поставлены на контроль усиление работы лиц, которые приезжают на работу. Кроме того, обращаем ваше внимание на необходимость при выезде на различного рода отдых, на мероприятия, который сейчас был более свободен, обращать внимание на то, что вновь появились случаи завозной коронавирусной инфекции на территории республики. В связи с предстоящим пуском ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома «Восточный» в районах падения отделяющихся частей в Кобяйском и Алданском районах продолжаются предпусковые подготовительные работы. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии. Так, сегодня в Алданский район на вертолете вылетела группа из представителей Минэкологии Якутии, госкорпорации «Роскосмос» и ФГБУ «Хабаровский». В рамках облета произведен отбор проб природных сред, почвы и снега с мониторинговых точек, а также измерен радиационный фон. В Якутии дан старт всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Мероприятие проводится по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки уже 5-й год. Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, а также ознакомить с процедурой сдачи. Между тем, правительство страны утвердило предложенный Рособорнадзором порядок проведения ЕГЭ. Какие новшества введены в этом году, выясняла Виктория Федорова. Обычный школьный коридор, но за этими дверьми не ученики, а их родители. И это не собрание, а пробная сдача единого госэкзамена. 11 родителей столичной школы номер 24 готовятся написать сокращенный вариант экзамена по русскому языку. Термометрия, проверка документов и наличие маски. Регламент безопасности соблюдают неукоснительно. Вход в пункт проведения экзамена исключительно через металлоискатель, без личных вещей и мобильных телефонов. В руках только паспорт и черная гелевая ручка. Я думаю, что такой опыт, он неоценим, потому что не всегда мы можем, так сказать, побывать в теле, что ли, своих детей, да, помыслить их головой. Поэтому сегодня важно, что ли, вот понять структуру и всю важность, так сказать, данного события. Еще один важный аспект – психологическая подготовка учащихся. Ведь даже имея хорошие знания, некоторые выпускники теряются и не могут ответить именно из-за нервного напряжения. Наш педагог-психолог школьный работает с ребятами, психологически готовит их. Ну и как раз сегодняшняя акция тоже направлена на то, чтобы родители сами почувствовали атмосферу, которая ждет их детей на экзамене. К акции присоединился и министр образования Михаил Сивцев, который также отметил важность психологической подготовки детей к госэкзамену. Мы проводим эту акцию для того, чтобы наши родители посмотрели, какие задания предстоит выполнить выпускникам в рамках единого государственного экзамена 2021 года. Ну и для того, чтобы вообще с точки зрения подготовки ребенка родители наши помогали, были помощниками, да, моральными, психологическими. В этом учебном году, как и в прошлом, ЕГЭ будут сдавать только выпускники, поступающие в вузы. Остальные напишут государственный выпускной экзамен. В прошлом году мы с точки зрения качества повысили результаты.
И, во-первых, можно это сравнить с такими показателями, как доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен, выше среднего по республике Саха-Якутия. Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» проходит уже 5-й год. До 30 апреля она будет проведена во всех муниципальных образованиях. Виктория Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. С приходом весны коммунальные службы столицы перешли на усиленный режим работы, в частности, по вывозу снега с территории города. Сколько кубов снега уже вывезено на сегодня, расскажет Дмитрий Тымыров. С 2018 года полигон по складированию снега располагается в промышленном округе столицы по улице 50 лет Советской армии. И сейчас все коммунальные службы, которые занимаются вывозом снега с территории Якутска, вывозят снежные массы именно сюда. За этот сезон с октября 2020 года по 22 марта 2021 года всего было вывезено с уличной дорожной сети города Якутска 444 тысячи кубометров снега. Силами Якутдорстрой было вывезено 294 тысячи кубометров снега. И также сторонними организациями 150 тысяч кубометров снега. Новый полигон оснащен 4 степенями фильтрации для того, чтобы в последующем талая вода не загрязняла территорию. Только из Якутдорстроя в вывозе снега задействовано сегодня 34 большегруза. День 8, 6, 10 разный. Как далеко будет будем поменьше возить, если близко. А сейчас откуда вот снег привезли? Из автодорожной, где школа, 6-я школа автодорожной. Каждый водитель, приезжающий сюда, обязательно отмечается и отчитывается, сколько снега завезено и отсыпано. Заходят люди, фиксируется, вот наша организация, допустим, фиксирует в точковке заезд и выезд. Так же самое частные организации, потом другие организации тоже фиксирую. И сколько рейсов делают, кубаж. В общем, это делается для общего выведения кубажа снега, за сезон вывозится снега с города Якутска. Помимо этого, снег сюда могут привозить и частники. Для них здесь создана отдельная зона. Это производится бесплатно, то есть только нужно иметь документ с природоохраны о, взятие проб снега с территории, с которой будет вывозиться снег. Сюда привозят, нам оставляют документ, и уже на основании этого мы запускаем на полигон и разрешаем выгружать снег именно здесь. Чтобы это связано, то есть, чтобы не было там нефтепродуктов, мусора, пустого бытового мусора. Сегодня коммунальщики работают в полную силу в 2 смены, чтобы успеть как можно скорее вывести снег из города до его таяния. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. Пожалуй, самая масштабная рыбалка в Якутске состоялась накануне. В акватории 202-го микрорайона впервые прошел конкурс «Семейная рыбалка». Любители подлетки состязались в различных конкурсах, причем участие приняли не только взрослые рыбаки, но и совсем юные. Подробности у нашего корреспондента Ульяны Шагиной. 12 команд, в каждой по 2 человека, взрослый и ребенок школьного возраста. Ведь главная задача организаторов – не только приобщать мальчишек к зимним видам отдыха, в частности, подледной рыбалки, но и в целом укреплять семейные узы. Я сидела так недолго. Она потом пошла, она брала, она хватала крючок там, и я вытаскивала. Вот такой прекрасный день решили провести вот такую семейную рыбалку. И этим всем показываем, что подрастающее поколение, он должен быть здоровым, сильным. И семейные ценности для нас это очень важно. По условиям соревнований разрешены 1 удочка на человека и любые снасти и прикормки. На всех участников 4 номинации. Кто первым выловит рыбу, чья добыча окажется самой крупной. Причем здесь 2 выигрыша – по весу и длине рыбы. Также победителя выявили в номинации «Бурение лунки на скорость». Как оказалось, цена бура значения не имеет. У меня самый обычный тонаровский, самый дешевый. И, походу, самый быстрый. Рад, устал, сильно готовился. Вчера, позавчера готовился. В
целом на все про все ушло около 3 часов. На свежем воздухе под азартные крики болельщиков. Семейная рыбалка – это не только обучение подрастающего поколения премудростям подлетки, но самое главное – это общение с родными людьми и единомышленниками. Ульяна Шагина, Анна Васильева, Григорий Николаев, Якутск. Съемочная группа нашего телеканала сегодня в прямом эфире вела программу «Утро Якутии» из города Мирного. Завтра коллеги проведут последний утренний эфир из столицы Алмазного края. Затем с подобной программой съемочная бригада отправляется в город Ленск. Марферина Алексеева о тематике программы. Наши коллеги уже рассказали жителям республики об особенностях города Мирного, о промышленности, увлечениях жителей и самой величественной постройки города – Свято-Троицком храме. Также ознакомились с ценами на продукты и узнали, отчего в Мирном они выше, чем, к примеру, в Якутске. Ну а завтра в программе «Утро Якутии» коллеги расскажут о парашютном клубе, театре, местном молочном производстве, о семье, воспитывающей 25 детей, а также пообщаются с интереснейшими людьми города. Все члены съемочной группы впервые гостят в Мирном, и за небольшое время пребывания город оставил много впечатлений. И все, что я о нем знала, ну, кроме того, что здесь кимберлитовая трубка, Мир большая, вот это вот, что это поселок алмазодобывающий. Еще я знала, может быть, с 2002 года песню, буквально одну строчку: «В Мирном только мирные люди живут». И на самом деле это все полностью подтвердилось. То есть люди очень открытые, они отзывчивые, они улыбаются, они все идут на контакт, они такие солнечные, они добрые. Очень понравилось. Город очень красивый, несмотря на то, что он такой молодой, в нем достаточное количество каких-то таких зданий, которые хранят свою историю. Тот же самый краеведческий музей, храм Свято-Троицкий, театр. Ну, просто замечательный. Масштабы его просто удивляют и поражают. Завтра после утреннего выпуска съемочная бригада отправляется в город Ленск. И уже 25 и 26 марта в прямом эфире программы «Утро Якутии» коллеги поведают зрителям о популярных и интересных местах Ленска. Пообщаются со старожилами, расскажут о восстановлении города после наводнения. Помимо вещания в утренней программе, также ведутся съемки программ «Испытано на себе» и «Просто вкусно», где интересные личности города Мирного и Ленска делятся с ведущими своими историями и опытом. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. 4 дня осталось до начала масштабного молодежного форума «Мусустар». Такое крупное мероприятие, посвященное молодежи, пройдет в Якутии впервые. В спортивном комплексе «Триумф» разместят 10 площадок. Известные актеры, спортсмены, певцы и бизнесмены проведут различные мастер-классы. Для участников форума будут организованы конкурсы с ценными призами. Участие в мероприятии может принять любой желающий в возрасте до 35 лет. Они заранее регистрируются на сайте musustar.ru, выбирают свой понравившийся трек, ну или по-другому направление мы говорим. Если вы хотите стать участником молодом, в треке «Молодой бизнес» или мультипликация, анимация и так далее, вы находите и проходите регистрацию. А есть ребята, которые пройдут различные конкурсы и будут принимать участие в режиме офлайн. Также другие могут записаться в треки через сайт Министерств и ведомств Республики Саха-Якутия. Алевтина Николаевна Бабаева – почетная жительница Ленска. Несмотря на возраст, она активно, энергично участвует в общественной жизни города и района, является депутатом и членом нескольких советов. Кроме того, содержит подсобное хозяйство. О том, как женщине удается совмещать все эти увлечения, расскажем далее. Родилась Алевтина Николаевна в Иркутской области. Приехала в Ленск с родителями в 1965 году. Окончила 3-ю школу, но поступила в институт только через 2 года после ее окончания. Получив образование, устроилась на работу в районную администрацию в финансовый отдел. Начав с должности ревизора-инспектора по штатам, довольно быстро начала достигать высот и выросла до начальника финансового отдела. На мою долю, как раз вот карьерный рост и так далее, вся вот эта перестроечная кампания, мне пришлось ее переживать. Мне тогда еще и 40 лет не было, когда я вот такой груз. Поле деятельности было широкое. Карьера моя, я считаю, удалась. Я почти 40 лет проработала в органах государственной власти. С 2012 года героиня нашего сюжета ушла на заслуженный отдых. Но отдыхать Алевтина Николаевна решила ей еще рано. Она сегодня является районным депутатом.
Алевтина Николаевна является, пожалуй, одним из самых активных депутатов районного совета муниципального образования Ленский район. Всегда поражает ее энергия и ее активность, несмотря на ее возраст. Депутатскую работу Алевтина Николаевна успешно совмещает с представительством Совета старейшин и участием в Совете ветеранов. Она доносит до представителей власти вопросы, которые волнуют старшее поколение. Так, по ее инициативе открыт сквер «Старожил» и возобновила работу городская баня. По ее инициативе совместно с мухтуйцами, старожилами, вот мы знаем, что теперь у нас они добились, отвели участок, возвели вот уже флагшток, это где мы теперь будем каждый год поднимать знамя победы, да, и разбит сквер. Нужно сказать, за всю свою трудовую деятельность она была награждена очень много. У нее есть государственные награды вот, разных и России, и Республики Саха, ну и, конечно, района. Алевтина Николаевна находит время на все, даже на то, чтобы заниматься подсобным хозяйством. В подворье у женщины корова, 2 теленка, десяток кур и кроликов. А самая важная функция ее жизни – это быть любящей мамой и бабушкой. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. Сегодня отмечается Международный день таксиста. 22 марта в 1907 году на улицах Лондона появились первые такси. Какие сегодня требования к водителям такси, узнавал наш нюрнбергский коллега Сергей Козюра. Слово «такси» вошло в наш обиход от сокращенного французского «таксометр», что переводится как «счетчик цены». Первые таксомоторные компании в России появились в начале прошлого века. В наши дни данная транспортная услуга уже необходимость. А вот какими качествами должен обладать современный водитель такси? Самое основное – это водительский стаж. Водительский стаж должен быть не менее 5 лет, потому как безопасность самое главное в нашей работе. Также знание города должно соответствовать, коммуникабельность, опрятность самого водителя, общительность. У каждого пассажира свои какие-то там проблемы, какие-то трудности. Естественно, когда водитель на позитиве, соответственно, он этот позитив и пассажиру как бы внедряет. И человек, и человек потом как бы с хорошим настроением, потому что неоднократно были такие случаи, что звонят и говорят, просят выразить благодарность там такому-то водителю, что поддержал, там, что было плохое настроение, он как бы настроение улучшил, там, и что сейчас человек с утра ехал, и теперь весь день у него как бы удался. В Нерюнгри на сегодняшний день работает около 10 фирм такси. Может, и благодаря такой конкуренции цена за проезд вот уже который год фиксированная и неизменная – 100 рублей по городу. Очень нравится такси. Диспетчеры вежливые всегда. Всегда помогут, подскажут. И водители тоже пунктуальные, вежливые, общительные. Никогда не грубят. Очевидным преимуществом работы таксиста является постоянный и достаточно стабильный доход. Для общительных людей работа таксистом может быть даже интересной. А мы, пассажиры, наверное, ждем от поездки в такси комфортно и безопасно добраться до места назначения. С праздником вас! Сергей Козюра, Нерюнгри. Таким наши корреспонденты увидели понедельник, 22 марта. Мы продолжаем следить за развитием событий. Не забывайте носить маску, соблюдать безопасную дистанцию и оставайтесь с нами.